Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях замечательный представитель эвенского народа и всех народов России, народный писатель Якутии Андрей Васильевич Кривошапкин. Его знают как духовного лидера северных народов, крупного государственного, общественного, политического деятеля Республики Саха-Якутия, автора стихов, поэмок, рассказов, повестей, 10 романов, более 100 книг, из которых более 60 это художественные. Это человек-легенда, посвятивший свою жизнь не только своему эвенскому народу, но и всем народам Севера и Арктики. Андрей Васильевич прошел путь от директора школы, управляющего отделением совхоза, до работы на крупных руководящих должностях. Был избран народным депутатом Республиканского Российского Верховных Советов, 4-жды избирался депутатом Государственного собрания Юлтумен, трудился как президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. В насыщенной событиями, делами государственного деятеля жизни он не только не забросил творчество, которым увлекался с молодых лет, но и стал расти как писатель. Андрей Васильевич, отразив жизнь северных народов многочисленных произведениях, стал известным крупным писателем не только эвенской литературы, но и всех народов севера России, чьи произведения переводили Дичковская, Никифоров, Сивцев, Приловский, Федоров и многие другие. А я немного ознакомлюсь с фактами жизни Андрея Васильевича. Еще в годы учебы в школе вы почувствовали тягу к литературе. Будучи школьниками, думали о писательском труде, мечтая учиться в литературном институте имени Алексея Максимовича Горького. Но любимая мама мечтала видеть вас учителем, и свою трудовую деятельность вы начали как учитель начальных классов. Вот, пожалуйста, расскажите о своей маме. Конечно, моя жизнь, это моя жизнь, которую я полностью посвятил не только своему эвенскому народу, но и всем коренным малочисленным народам Севера и Дальнего Востока Российской Федерации. И это была действительно многое проделано нам достаточно серьезная работа. Ребята все головами передают и благодарны за то, что я вношу свой вклад в укрепление дружбы братства народов нашей великой Родины. Это так вот из года советской власти, во времена Советского Союза, и в настоящее время перед Российской Федерацией, и естественно внутри нашей родной республики Саха-Якутия. Я всегда ощущаю дружескую поддержку и настоящее серьезное внимание не только к моей личности, но и, самое главное, моему творчеству. Через это, естественно, уважение коренным малочисленным народам Севера нашей родной республики. Мне самому всегда бывало приятно и вольно работать вместе с якутскими писателями. Я практически был дружен со всеми и ведущими, и молодыми писателями нашей родной Якутии. Я помню случай, как после расстрела Верховного Совета Российской Федерации экстремистами и Верховный Совет был распущен, мы все разъехались сюда по своим родным краям. Я приехал в родную Якутию, и самое главное, в республике родной Якутии мою позицию все активно поддерживали. И
И это привело большую силу. Вообще-то я сам благодарен судьбе за то, что так или иначе по и серьезным, большим, малым вопросам я был твердо связан со всеми народами нашей великой России. Вот припомню несколько примеров. Вот однажды на Дальнем Востоке австрийская тайга. И там было сообщение о том, российская и японская компания начала вырубку австрийской тайги. И итоге, народ итоге, они прямо сообщили всему не только базового согласия Советского Союза, но и мировому обществу о том, что они, если начнут, несмотря на их протесты, вырубку уссурийской тайги, они возьмутся за Горданы и будут защищать свою родную тайгу. Я сразу выехал туда, получил командировку, встречался со всеми, и когда потом я пришел, хорошо, что собрали, там собрались, очень бурно выступают люди, и там активно говорили о своей готовности защищаться родину в руках свою австрийскую тайгу. Потому что компания, российские фонды, компания практически уже вырубку австрийской тайги начали. Я пришел туда, когда собрали ввели местное население и руководителей, и я сразу зашел, он председательство заявил о том, что пришли депутаты Верховного Совета Российской Федерации. Нас было трое, а тут явился сразу сумму криком встретили. Эти депутаты нам ничего не помогут. Так что нам не помогут, не за того, что не здесь или нет, что вот так. Это как-то так мне стало видно за всех российских депутатов, за российский парламент. Сразу вышел в трибуне, второй президиума, председательствующему, я сказал, вы садитесь, взял трубку и сразу объявил. С этой минуты, с этого часа вырубка австрийской тайги прекращается. Это запишите протокол, я помните, как решение нашего собрания. Вот так решили, и сразу же отправиться, и чтобы это решение отправить в адрес президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. Так и сделали. И Борис Николаевич Ельцин тогда подписал и сразу подписал указ о запрете вырубки австрийской тайги. Это было действительно тогда серьезная победа. И тогда люди действительно поверили, оказывается, народные депутаты России могут принимать ответственность на себя и принимать такие судьбоносные решения в защиту родных жителей Севера, Сибири и Дальнего Востока. Это такая была оценка, и для меня было это даже очень даже приятно, как большая на душе. Вот это я всегда в своей жизни всегда тепло помню. Я тогда поехал еще по тому поводу. Мой избирательный район Китайского национального района написал письмо с просьбой, чтобы я добился того, чтобы он защитил как-то защиту его сына. Он письмо написал, что его сына там побеждают, бьют и так далее, и так далее. Я сразу вызвал командира в части и пообщался так. И потом вы допустили очень серьезное упущение своей деятельности. Вы упустили такое серьезное дело, как интернациональное воспитание. Вы почему-то говорите представителю коренного северного народа, северянина, вот так. Поэтому вы за это
должны получить очень серьезные экзамены, я сказал. Я сказал, что должен президент Российской Федерации, он больше слушает полковник, и потом, пока я там встречался, он уже отдал приказ этого военнослужащего Чапрова немедленно демобилизовать. И пока от Владивостока до Москвы 9 часов лету, я собрался, как прилечу, завтра утром я отправлю письмо Борису Ивановичу Ельцину, помимо своей телеграммы. А там уже утром пришел на работу, и уже телеграмму благодарственного отца военнослужащего за то, что я помог его сына досрочно демобилизовали до армии. Сразу же, как только я после воевал с командиром, через час он подписал приказ о демобилизации рядового Чапрова. Вот так это действительно, когда избиратели действительно поняли, оказывается, депутаты могут принимать решения и ответственность брать на себя. Это была действительно оценка моей депутатской деятельности. Таких примеров было очень много. Да. Но чего стоило расстрел Верховного Совета России, это совершенно отдельный разговор. Вот, таким образом, я прошел очень суровую школу жизни, и сейчас на старости лет я очень четко понимаю, что провел и прожил достойную жизнь. И самое главное в этой жизни было направление моей повседневной деятельности, это укрепление дружбы и братства народов не только в нашей родной республике, но и в Советском Союзе, и в Российской Федерации. Где-то количество всегда со мной, и каждый день практически этим делом я незаметно занимаюсь, потому что моя жизнь и моя деятельность полностью наполнены деятельностью в этом смысле. Укрепление дружбы братства народов – это самое главное в моей жизни и моего не только трудовой жизни, но творческой работе. Поэтому я благодарен и своим писателям якутских, всех якутских писателей, каждому, и за то, что они всегда меня поддерживали во всех моих начинаниях, во всех моих выступлениях. Не было ни разу никакого случая, когда бы я встречал непонимание. Поэтому я, пользуясь этим случаем, выражаю свою искреннюю благодарность всем якутским писателям за такую поддержку не только лично меня, но всех представителей коренных монархических народов севера нашей родной республики. То, что сегодня Лена Ивановна тоже меня пригласили на эту беседу, это тоже реальный факт государственной, самой правильной национальной политики. Да, поэтому, пользуясь этим моментом, я выражаю свою признательность вам, и поэтому я сейчас готов ответить на любой вопрос. Спасибо большое. А я немножко расскажу о вашей жизни. Немножко расскажу, да, что вы поступили в Институт педагогический имени Герцена. Этот институт стал колыбелью для многих студентов-северян, ставших впоследствии зачинателем науки и литературы малочисленных народов бывшего Советского Союза. И именно здесь, в этой колыбели, вы очень увлеклись изучением русской литературы. Лекции профессора Тугусова стали для вас самыми любимыми. Вы серьезно изучали творчество Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Толстого. Многие поэмы читали наизусть и были преподавателями, были гордостью преподавателей. В одной из книг вы пишете о значении русской культуры, литературы, русский язык, русская литература, русская культура
русские люди. Эти понятия живут во мне вечной жизнью. Все светлое, памятное, радостное в моей жизни связано с ними. А вы вспоминаете, когда вы переступили школьный порог, тогда было очень трудное послевоенное время, приходилось делать уроки при свете горящей железной печки. По-русски вы не знали, как сверстники, но однажды по селу пронесся слух, что русские учителя приехали. Это стало большим событием. Как-то стало сразу вокруг светлее. И дети оленеводов и охотников стали притягать азы великого народа. Впервые услышали о Пушкине. Это было счастливое время. Русские учителя запомнились вам, вы пишете одной из своих книг, не только тем, что многое знали и многому научили, а в первую очередь тем, что были добры, искренни и человечны. Вот откуда берет мое начало уважение и любовь к русскому народу, русским людям, великой культуре великого народа. Да. А дальше вы пишете, что вот русскую культуру оказали огромное влияние на развитие новописьменных литератур народа Севера, в том числе и на эвенскую. Я счастлив и горд, писали вы, что близко знаком с многими русскими писателями, Скопом, Сергеевым, Чалманом, Александром. Долгие годы дружбы связывают меня с Александром, литературным критиком. С особой признательностью вспоминаю о Крупине, который на русский перевел мою книгу «Белая дорога», изданную в Москве в издательстве «Современник». А сейчас мы обратимся, вы в своих книгах очень тепло, с большой любовью рассказываете о жизни, истории, культурах народов Севера. Верно, это берет истоки вашей семьи, ведь вы из семьи оленеводов-колхозников родились среди гор Верхояни. Пожалуйста, расскажите свои воспоминания детства о своих родителях, о своей маме. Ну, я вот это вначале сказал, значит, я прошел серьезную школу жизни не только в нашей родной республике, но в городе Ленинграде, Ленинградской области я прожил в молодости 8 лет. И из них 3 года службы в армии, я служил ракетчиком в войсках противовоздушной обороны на Польском полуострове, это Ленинградская область, значит, и потом 5 лет учился в институте. Я окончил институт с отличием и с красным дипломом вернулся в родную республику и сразу же назначили директором школы в родном отделении. Там открыли среднюю школу, вначале 8 класс, потом 9, потом 10. И так что я благодарю свою судьбу за то, что она дала мне возможность оказать реальную поддержку моим сородичам в самые ответственные моменты и в жизни, и в моей собственной трудовой деятельности. Ну а потом меня снова перевели партийной работы, директором Платформы совхоза, потом Совет министров Якутской АССР, потом Якутской областной комитет партии, и потом, когда начались первые выборы этих депутатов Верховного Совета, РСФСР меня выдвинули кандидатом в депутаты. Там 14 кандидатов собралось. И среди них самая крупная фигура, это фигура выдающегося полярника, героя Советского Союза Артура Николаевича Черепарова. Вот, в общем-то, все заранее решили, что Сталинградов
играющий так сразу на первом туре будет избран народным депутатом. Вот, все с этим согласились, видимо, избиратели. Но поскольку мне выдвинули сегодня кандидата в народным депутатом, я объехал практически все северные арктические районы нашей родной Якутии. Везде очень активно выступал. И в итоге на второй тур вышли вдвоем. На второй товарищ Рингаров и я. На первом туре он меня, значит, немного обошел, но на втором туре я вышел вперед и избран был народным депутатом России, опередив Артура Николаевича Селенгарова на 900 голосов. Это была крупная победа. Но с Артуром Николаевичем и в ходе избирательной кампании, и после мы оставались друзьями. Это самое главное. Артур Николаевич Селенгаров, как личность большая, это не опять повторяю, Ванга не зря получил высокое звание Героя Советского Союза. Он относился ко мне очень внимательно и уважительно. И каждый раз, представляя меня к своим друзьям в Москве, в Верховном Совете, в других организациях, я представлял, как Яков против народа Севера, которым он сам проиграл выборы. Если это была оценка, и потом Артур Николаевич я не раз говорил по этому поводу. Вообще-то интересная была жизнь в Москве, и я связывал наш парламент с Верховным Советом РСФСР Российской Федерации. На этом поприще действительно это самое памятное в моей жизни, еще раз повторяю, это память навсегда. Сейчас вот идет год учителя Российской Федерации, педагога и наставника, и год труда республики. Ваши первые учителя – это Платон Афанасьевич Рамульский. Он был учителем начальных классов, позднее стал известным эвенским писателем. Позднее директора школы Винокурова, Статинского улуса, преподававший в Соколевской школе. И бывшие ученики с благодарностью вспоминают своих учителей, которые дали им не только знания, но закрепляли любви к жизни, народу, родине. Учителя были приезжие из дальних районов и других республик, люди высокой культуры. И вы посвятили им стихи. Я сейчас вам зачитаю стихотворение Андрея Васильевича, которое называется «Учитель». Бывают люди, как глыбы, бесстрашные в гордом рвении, вперед идущие смело в самом тяжелом сражении. Весь мир беспокойного сердца ты юным отдай человечно, а вырастут люди глыбы, тебя будут помнить вечно. Вот перед нами такой человек, глыба, который вырастили учителя глыбы. Они привели любовь к родной земле, людям. И эта любовь очень действенная, которая знает жизнь своих людей, своих сородичей. Сам Андрей Васильевич испытал все тяготы жизни северных народов и всеми силами старался улучшить. Был борец за права человека Севера, за его природу, среду обитания. А сейчас проблемы, которые вы испытали на себе, работая учителем, да, они остаются прежними? Я глубоким убеждением считаю, что любой человек, гражданин или творческий деятель имеет право на успех, если его понимают и поддерживают его собственной семьи. В этом плане я отдаю большую роль и большую благодарность моей супруге Аргале Серафимовне Никитиной,
Она сама кандидат педагогических наук, учитель растений. Вот, и она всю жизнь рядом со мной поддерживала самые трудные минуты и годы радости, успехов, подъема. И поэтому ее присутствие рядом со мной – это огромный стимул для моего творческого и гражданского роста. Поэтому я благодарен судьбе за то, что она дала мне возможность иметь такого крепкого, очень надежного спутника жизни. Вот так. Вот. Поэтому жизнь продолжается, и у меня растут внуки, и сыновья, естественно, имеют свои семьи. Так что я благодарен сейчас повторяю судьбе, у них пока все дела складывается нормально. Это самое главное для нас, родителей, и в общем-то благополучие каждой семьи, в том числе в моей семье, это своего рода большой вклад в укрепление дружбы, братства народов нашей республики. Я так считаю. Наверное, я не ошибаюсь в этом плане. Я напомню, какие работы вместе сделали супруг Андрей Васильевич. Вот Розалия Максимовна вместе, это кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ, ведущий специалист. Она впервые разработала учебную программу для кочевых школ, выполнила работу по систематизации культуры малочисленных народов Севера, составила по данной теме учебное пособие в 3 частях: «Культура народов Крайнего Севера» вместе с Андреем Васильевичем, «Хрестоматию литератур народов Севера» для 5-9 классов, учебное пособие «Уроки предков». Да. И примечательно то, что супруги семейную жизнь начали учителями школы Спенкёля, где родились и выросли их дети. Друзья, Андрей Васильевич, вас характеризуют как идеального человека. Вот недавно у нас было большое мероприятие, посвященное жизни и деятельности большого выдающегося литературоведа Николая Николаевича Табурукова. И он так сказал о вас: видимо, Андрей Васильевич пришел к нам из будущего. Люди в будущем будут такими, как вы. Об этом говорили другие ученые: Робик, русский колымчанин краевед Чикачев. Он отмечал, в Андрее Васильевиче воплотились лучшие черты его народа. Якутский писатель, поэт, переводчик знаменитый Семен Урухов сказал, что вы, как писатель, гуманитарий, глубоко разбираетесь в производственных, технических, экономических и других вопросах. И мы считаем, что феномен, что вот помогало в производственных, технических, экономических и других вопросах. У вас есть специальное образование или это школа жизни? Так, Адель Ивановна, вы упомянули имя Николая Николаевича Табурукова. Действительно, это талантливый был человек, доктор биологических наук, академик духовности Республики Саха-Якутия. Я именно благодарен своей судьбе за то, что она свела меня с Николаем Николаевичем. Мы очень много общались, мы дружили, обсуждали многие вопросы, не только жизни, но и литературы. И каждый раз он всегда выступал с поддержкой моего литературного творчества. И я, как вначале сказал, мы стали друзьями по жизни. Взаимно друг друга поддерживали. Он меня поддерживал, я его поддерживал. Так жизнь наша шла, пока он был живой и работал вместе с нами. И когда его не стало, естественно, я продолжаю по сей день
активно работать по делу сохранения памяти об этом крупном ученом литературоведе и кристально чистом человека такой чистоты, кристальной совести. Да, это был очень чистый человек, настоящий патриот, не только родной Республики Саха-Якутии, но в свое время и Советского Союза, и Российской Федерации. Такой человек рождается редко, я так считаю. И поэтому само собой понятно, что я благодарен своей судьбе за то, что дружил с таким гигантом мысли, творческим человеком, крупным ученым Николаем Николаевичем Тавроповым. Я всегда о нем думаю, как будто он живой, и часто мысленно к нему обращаюсь, с ним даже советуюсь, как решить тот или иной вопрос, какое решение принимать. Мне казалось, иногда казалось реально, что Николай Николаевич, как будто он подсказывает принять твердое и правильное решение. Оказывается, в жизни так бывает. И, видимо, настоящая дружба и ее ценность заключается и в этом смысле. Так что я считаю, что удачи своей жизни еще раз повторяю, то, что я крепко дружил с выдающимся человеком, как Николай Николаевич Тавропов, академик, доктор наук и кристально чистый человек. Спасибо. Вот Николай Николаевич и Андрей Васильевич и Чикачев, они очень особые люди в том, что люди большого, я бы сказала, планетарного масштаба. Люди, которые показали, вывели нашу культуру, литературу на всесоюзный и мировой уровень. Вот я еще раз хочу сказать, что Чикачев называл вас феноменом. А феномен Андрея Васильевича Кривошапкина – это непреклонное противостояние разрушительным процессам, охватившим страну в 90-е годы. И все народы Севера признают вас лидером-защитником интересов. А в чем феномен северных народов, Андрей Васильевич? Ну, я еще раз повторяю, жизнь продолжается, и все, что, как вы сказали, это всеми нами коллективно реализуется жизнь, и мы работаем ради будущего нашей родной республики. И действительно было очень такое время, и в свое время приехал из своей мамы родины Якутск, я просто очень бурную, активную творческую литературу жизни Народной Республики. И познакомился с всеми ведущими якутскими писателями, и с той стороны получил поддержку Семен Петрович Данилов, бесценный руководитель Союза писателей Якутии. Он подарил мне свою книгу «Белый конь Манчара» с автографом, с тем, что я дальше работал и надежде и совести народов Севера, прямо там написал он свою книгу. Его автограф я оценил как завет, и последующие годы работал в этом направлении очень активно, и советую Семена Петровича, я считаю, что выполнен. Потом, как вы поступили, у меня были очень такие прочные творческие союзы и личная дружба с Аброном Петровичем Даниловым. Все это сказалось в целом в развитии литературы коренных марксистских народов Севера нашей родной республики, и все это перекинулось на народы Севера, Севера и Дальнего Востока Российской Федерации. Они были настоящими интернационалистами, помогали практически всем, и поэтому, еще раз повторяю, я всегда благодарен за то, что имел
поддержку таких великих людей, великих сыновей народа Саха, как Семен и Сафрон Данилов. Вот. Но вообще, потом последующие годы Дмитрий Павлович учился в Торновом. Он тоже очень активно поддерживал. Я помню один случай, когда после расстрела Верховного Совета России в Москве распустили нас всех, и я вернулся в Якут. Дмитрий Павлович со мной как-то так столкнулись, я пришел к одному руководителю на прием, откуда выходит Сорок Мазон, он молча, он взял меня за обе щеки руками, притянул к себе и поцеловал мне в лоб. И абсолютно ничего не спросил, я один вопрос не задал. И так сказал, держи, сынок, и дальше сказал. Я его оценил за это действительно гигант мысли, настоящий патриот, наставник. Я до конца его жизни, я очень его ценил, мы стали большими друзьями, товарищами по литературе. Вот такие кандидатов встречаются, рождаются редко, я так понимаю. Памятник Дмитрия Ивановича Сизова, республики Саха-Якутия, это навсегда, как имена Ильина Симакевича Мосова, Платона Алексеевича Лунского и других первых руководителей автономной Советской Социалистической Якутии, останется навсегда. Вот и все. Мне повезло в этом плане. Я имел возможность спокойно общаться и учиться у ведущих якутских писателей и политиков, депутатов в разном возрасте, руководителей и так далее. И в этом плане очень сильно повезло. Очень сильно мне повезло. Вот так. Так что я вам благодарен, Леонид Ивановна, за то, что пригласили сегодня на эту встречу. Я, кстати говоря, вашего отца, выдающегося якутского поэта Ивана Михайловича Гоголева, я очень высоко ценил. Я его читал, и во всеуслышании говорили, это Иван Михайлович Гоголев, это якутский Евтушенко. Вот это тоже была оценка со стороны наших народов Севера. Он был действительно поэт-интернационалист, замечательно стихочитал. Он писал и сам читал очень хорошо. Николай Миров читал свои стихи. Замечательные стихи, глубокие, философские. Это счастье, что наши не только якутов, Саха, но и все народы Севера, что в Якутии родился такой самородок, блестящий талант, как Иван Михайлович Гоголев. Так что, Иван, Леонид Ивановна, я желаю вам успехов в вашей жизни, в вашей деятельности и продолжайте достойно нести высокое имя своего именитого отца. Спасибо большое, эта оценка очень много значит. Спасибо вам огромное. И, Андрей Васильевич, вы приходили в музей и очень хорошо сказали о Платоне Алексеевиче Аюнском. Какие важные заветы Аюнского, Алексея Кирилловича Амосова важны для наших государственных деятелей, как писателей, литературоведов, ученых. Пожалуйста. Я вчера, жизнь продолжается, мы все вместе работаем по укреплению дружбы братства народов нашей республики, Российской Федерации. Это стало реальностью каждого дня нашей жизни. Это, как говорится, наша полярная звезда, это дружба братства народов. И в этом плане я считаю первостепенной. И поэтому в этом направлении иду неустанно вперед.
и буду делать все возможное для того, чтобы дружба братства народов нашей республики была крепка, как и тогда жизнь наша, если мы все будем дружны, все якутяне разной национальности, то настоящее будущее нашей родной республики будет крепка, как алмаз. И этот момент, именно дружба внутри Якутии, естественным образом перекинулись на дружбу со всеми братскими народами нашей большой великой Родины Российской Федерации. Реально также такова. Вот. И в этом плане укрепление дружбы братства народов наша республика занимает, я этим глубоко убежден, ведущее место в российской иерархии. Даже когда бывает так, что прилетая из Москвы сюда, Якутию, сразу же такой простор, такая чистота воздуха, и такая обширность, такое величие, такое высокое синее солнечное небо. Просто душа замирает от радости, что я живу в Якутии, наравне вместе в одной семье со всеми якутами и другими представителями разных народов, и с такой гордостью переступали по работе своей, когда трудился в органах государственной власти республики Саха-Якутии, в профессии, когда перешел на творческую работу. Вот это линия моей жизни, это укрепление дружбы братства народов, большим и малым продолжается неустанно. Этим делом практически я занимаюсь каждый день, каждый час, каждую минуту. Это моя судьба. Это моя судьба, которая связана крепко, неразрывно с судьбой моей великой Родины, Российской власти и родной республики Саха-Якутия. Спасибо большое. Это главный совет всем нам, и мы очень рады, что вы пришли к нам. И, может быть, у вас есть вопросы? Творчество и деятельность Андрея Васильевича Кривошапкина – это как необъятное бурное море жизни, борьбы, защиты Родины, ее народов, страны, природы, родной среды. И очень важно, чтобы мы все жили дружно в одной семье. Спасибо вам большое, желаю благополучия, радости и здоровья. И еще долго-долго творческой, плодотворной работы. Большое спасибо, Лена Степановна, за вашу высокую оценку моей деятельности и пожелание успехов в жизни и творческой работе. Действительно, в этом плане работа будет продолжена нами, так, и время даром не идет, и время идет на нас, на коренных наших народов Севера, на якутов всех возрастов, и все на нашу республику Саха-Якутия. Когда бываю в Москве, многие москвичи интересуются Якутией, они восторгаются большими творческими деловыми успехами нашей родной республики. Вот когда друзья в Москве радуются за Якутию, я всегда ощущаю огромную радость и гордость за мою республику. Вот, такое благо в душе, что хочется всех отдать всех друзей. Если была такая возможность, я бы, конечно, так отдал. Но самое главное, что дружба братства народов нашей республики, Российской Федерации, это самое главное наша победа, наше достижение. Когда мы все дружны, мы непобедимы. И наша великая Родина Россия, она сегодня лидер во всей геополитике в мире. Россию признают все страны мира. Это самое главное. И все знают, что в составе России блистающий алмаз
и такая могучая Светлая Республика, как Республика Саха-Якутия. И наша дружба, дружба северян и якутов и других представителей народов, других народов, это действительно, как эта дружба крепка, как алмаз. Я тоже это как повторяю, следом словам великого Сурна Макдональда. Вот, так что я вам, уважаемая Елена Ивановна, желаю успехов в жизни, крепкого здоровья и продолжайте активно пропагандировать творчество и жизнь своего великого отца Ивана Павловича Гоголева. Так что в этом плане вы, как говорится, люди одного единого такого фронта братства народов, нашей родной республики, жизнь наша продолжается, и мы будем всегда идти вперед, всех народов, я так полагаю, и в этом поприще нас немного ждет успех. Я в этом убежден. Счастья вам, успехов, и успехов, счастья, здоровья, каждому якутянину, каждому народу, который населяет нашу республику. И я также желаю больших успехов руководству нашей родной республики во главе с Арсением Сергеевичем Николаевым. Так что величко нашей руководства нашей Якутии действительно делает гигантские шаги по дальнейшему расцвету нашей великой родины не только Российской Федерации, но нашей родной Якутии и Республики Саха-Якутия. Так что и вам лично еще раз повторяю, Елена Ивановна, продолжайте заниматься таким великим делом по увеличению памяти имени великого якутского поэта Ивана Николаевича Гоголева. Спасибо. Это очень важные слова. Здоровья, радости, успехов, долгих лет жизни, благополучия, алгыза. Нашей республике, нашей стране, народам нашей огромной великой страны. Sirgin waxaan aksiyon warbixise banna billilah suriyaychilarga haqayrin billilah janogan bu belirli sertifikatların bilgi olma toksiyanları bildiğini aktarılması mevdulukta ona ehiyaha o belirli sertifikatların bittiler. Onu tutturuyor bununla. Я постараюсь оправдать ваше доверие. Спасибо большое, что вы к нам пришли и за такие высокие оценку творчества отца и моей работы, и всех наших писателей. Наша передача была, я очень довольна. Очень достойная жизнь. И я считаю, как простой житель Якутии, что Андрей Васильевич достоин звания «Полярная звезда». Он действительно человек-легенда и человек, как звезда алмаз. Вот я так считаю. Спасибо. Большое спасибо. Успехов вам. Спасибо вам большое. И мы надеемся, Андрей Васильевич, что вы и впредь будете выступать и приходить к нам в гости, потому что ваша жизнь, ваша деятельность, ваши труды – это огромное море. В одной встрече невозможно обо всем сказать. Но, думаю, о главном нам удалось сегодня сказать. Спасибо вам большое.